Среди народов Центральной Азии и вообще, я думаю, что в бывших республик Советского Союза нет антироссийских настроений, да и не может быть. Если они появятся где-то, у кого-то, у какой-то партии, среди каких-то определенных групп, это может возникнуть только благодаря таким действиям российских чиновников, российских коррупционеров, которые продают своих граждан, выдают в руки таких же коррупционеров, диктаторов, обычных граждан, обычных оппозиционеров. Мы требуем, чтобы российского гражданина Иззата Омона вернули в Россию, и мы требуем расследования, кто именно и на каком основании лишал этого дипломата, выпускника Дипакадемии при МИДе Российской Федерации. Пользуясь случаем, я хочу выразить мою благодарность и благодарность многих, возможно, миллионных таджиков, российским, русским друзьям, узбекским, азербайджанским, кавказским, украинским друзьям, а также западным друзьям, журналистам, политикам, блогерам, правозащитникам, которые в эти трудные моменты поддержали Иззата Омона, поддержали таджикских мигрантов, поддержали таджикский народ. И да, я понимаю, что и вам сложно, особенно сейчас в бывших советских государствах. Но в эти моменты вы поддержали нас. Я уверен, что таджикский народ, как очень благодарный народ, не оставит без ответа. Таджикский народ, особенно те, которые находились в России, до сих пор, несмотря на все сложности, на все трудности, они трудили, они работали во благо России, во благо Таджикистана. Да, среди них есть те, которые нарушают законы, те, которые, не понимая ситуацию, иногда попадают в сложные ситуации. Среди них есть правонарушители, есть преступники, но это небольшое количество. В основной массе таджикский народ очень трудолюбивый, очень законопослушный. И понимая это, очень многие наши друзья из числа политиков, блогеров, журналистов, правозащитников, они начали поддержать не только Иззата Омона, они начали поднять вопрос, до каких пор таджикские мигранты будут находиться в рабском положении. Я думаю, что эти друзья не только защищают таджикский народ. Максим Шевченко, Надежда Кверкова, они защищают в том числе и русский народ, они защищают и Россию. Они защищают честь и достоинство русского народа, российской государственности. Потому что иногда складывается впечатление, что в России сейчас живут одни коррупционеры, одни бюрократы, которые продают направо и налево не только гражданство, не только документы, но и собственных граждан. Но именно благодаря таких людей, как Максим Шевченко, таких людей, как правозащитники, как журналисты, которые поднимают свой голос, народы мира, в том числе и таджики, понимают, что в России есть не только коррупционеры, не только коррумпированные чиновники, милиционеры, но и есть достойные, порядочные люди. Есть русский народ, есть российское государство, на которое надеются очень многие, на которого хотят равняться очень многие другие государства и республики. К сожалению, в последнее время все реже и реже, но все-таки надежда все еще есть. Но почему-то, к большому сожалению, в последние годы Российская Федерация начинает выдавать не только преступников, а обычных граждан, законопослушных, порядочных, и особенно оппозиционеров, которых ждет в Таджикистане тюрьма и иногда смерть. Сколько таджикских политиков были похищены или были депортированы из России и потом оказались в тюрьме.
Махмадрузи Скандаров, Максуд Ибрагимов, Домло Наимджон Самиев и десятки других. Эхсон Одинаев исчез в России. И Шобидин Бадалов недавно, месяц назад, исчез, и никто не знает, где он сейчас находится. И последний случай Шарафиддин Гадоев, который был похищен, а позже освобожден из Душанбе. И буквально неделю назад Изат ОМОН. Я думаю, что таким образом Россия теряет друзей. Не только в правительствах, в официальных кругах, но и среди народа. Я когда встречался с покойным Примаковым Евгением Максимовичем, и я ему сказал, что у нас все-таки есть надежда, что Россия будет менять свою политику и не будет поддерживать коррупционеров, и не только коррупционеров, но и будет иногда смотреть в сторону народов, обычных граждан, мигрантов и тех людей, которые борются за свои права не только в России, но и в Таджикистане, в Узбекистане, в Туркменистане и в других государствах. Наша беседа с покойным Примаковым проходила в дни, когда в Киеве проходили митинги, так называемый Майдан. Я ему сказал, что я боюсь, что Россия потеряет скоро и Украину. Вы потеряли Грузию, вы потеряли Прибалтику, и вы потеряете не только Украину, и, возможно, других бывших советских республик. Только из-за того, что делаете ставку только на коррупционеров, на чиновников, на тех людей, которых вы можете очень легко шантажировать, потому что вы знаете их слабые точки, вы знаете, как давить на них, а вы тем самым потеряете народы. Потеряли Украину и, возможно, потеряете других. Примаков тогда мне сказал, что к этим идеям, к вашим взглядам должны прислушиваться в Кремле, и пообещал организовать встречи. Но ушел из жизни очень рано. Я не знаю, эти идеи он успел донести до нужных инстанций или нет, но сейчас я вынужден буду еще раз повторять эти мысли, эти идеи, что среди народов Центральной Азии и вообще, я думаю, что в бывших республик Советского Союза нет антироссийских настроений, да и не может быть. Если они появятся где-то, у кого-то, у какой-то партии, среди каких-то определенных групп, это может возникнуть только благодаря таким действиям российских чиновников, российских коррупционеров, которые продают своих граждан, выдают в руки таких же коррупционеров, диктаторов, обычных граждан, обычных оппозиционеров. Таким образом вы теряете не только своих граждан, но и вы теряете поддержку со стороны народов этих государств. Я очень боюсь, что такая поддержка среди народов Центральной Азии становится все меньше и меньше. Но опять повторюсь, что в своей природе нет в Центральной Азии людей, которые были настроены против Российской Федерации, против русского народа. Поэтому я очень прошу, призываю в дальнейшем не допустить таких правонарушений, не допустить того, чтобы таджики, узбеки и другие граждане, или другие мигранты, которые работают в России в рамках законов, они таким образом были похищены и оказались в руках диктаторов, в руках тиранов и теряли не только здоровье, но и свою жизнь. Но тем не менее, я еще раз благодарю российских правозащитников, журналистов, политиков и всех, кто в эти трудные моменты поддержали Изат ОМОНа и поддержали таджикских мигрантов.